Здравствуйте, меня зовут Рыжова Анна Александровна, я врач-репродуктолог клиники репродуктивного здоровья ИКО, город Самара. Сегодня я хотела бы немного поговорить о теме мужского бесплодия. Немного внимания уделить обследованию мужчин, возможным методам диагностики причин мужского бесплодия и, естественно, методов, которые мы используем в своей работе для получения беременности в таких парах, где превалирует мужской фактор бесплодия. К сожалению, бытует мнение, что если беременность у пары не наступает, то причина кроется обязательно в женщине. Это не так. Около половины пар, обращающихся за помощью к репродуктологу, имеют мужской фактор бесплодия. Более того, распространенность мужского бесплодия почти в 2 раза превосходит распространенность сахарного диабета. Поэтому обследование мужчины необходимо проводить в каждом случае бесплодного брака в обязательном порядке. Более того, мы начинаем с обследования мужчины. То есть, конечно, чаще всего на первичную консультацию к репродуктологу женщина приходит одна, но обследование мы начинаем именно с мужчины. Первый этап обследования мужчины – это комплексный анализ спермы. Анализ спермы желательно сдавать в условиях клиники. Перед анализом спермы необходима дополнительная подготовка. Основные моменты подготовки – это воздержание от половой жизни в течение 2-5 дней, исключение перед процедурой бань, саун, горячих ванн, тяжелой физической нагрузки, алкоголя. По результатам полученной спермограммы мы можем сделать предварительные выводы о качестве спермы мужчины. То есть по спермограмме определяется концентрация сперматозоидов общая, концентрация подвижных сперматозоидов, определяется морфология сперматозоидов, то есть определяется количество сперматозоидов с нормальным внешним видом, участвующих в оплодотворении, способных дать успешную беременность. И уже по результатам первой спермограммы врач-репродуктолог может сказать вам, возможна беременность в обычной жизни. Если беременность в обычной жизни невозможна, то каким методом репродуктолог может помочь вам получить эту беременность. Я не буду останавливаться на средних вариантах нарушений спермограммы. Поговорим о том, как подготовиться к планированию беременности мужчинам с нормальной спермограммой и о том, какие методы получения беременности мы предлагаем мужчинам с полным отсутствием сперматозоидов в эякуляте. Начнем, пожалуй, с последнего случая, то есть когда по результатам спермограммы сперматозоиды в эякуляте у мужчины не обнаруживаются. Естественно, по результатам одной спермограммы мы никогда критических выводов не делаем. То есть, если спермограмма сдавалась впервые, то мужчина приглашается для повторной сдачи спермограммы, но не раньше, чем через 2 недели. Если по результатам 2 спермограмм сперматозоиды не обнаруживаются, то мужчине выписывается определенное, достаточно стандартное небольшое обследование, включающее в себя УЗИ органов мошонки, предстательной железы, обследование на инфекции. В некоторых случаях сразу назначаем генетические исследования после беседы с мужчиной. И уже на основании результатов полученных обследований мы делаем вывод, можем ли мы в данной ситуации использовать какое-либо консервативное лечение в виде противовоспалительного, антибактериального, гормональной стимуляции, либо больше шансов мы будем иметь, если проведем паре программу вспомогательных репродуктивных технологий. Необходимо учитывать, что лечение мужчины может быть эффективным, в принципе, до определенного возраста. И стараться что-то поменять в результатах спермограммы мужчины, перешагнувшего 30-летний рубеж, достаточно сложно. Ни в коем случае нельзя забывать, что лечение супругов, столкнувшихся с проблемой бесплодия, должно быть одновременным. При этом желательно, чтобы координатором этого лечения был один врач, врач-репродуктолог, который владеет полной информацией как о мужчине, так и о женщине. Мы никогда не должны забывать о женщине в том числе. И, к сожалению, иногда мы сталкиваемся с такой проблемой, что мужчина проходит длительное и
не всегда эффективное лечение у уролога, у одного, у второго, у третьего. И только по прошествии нескольких лет, бывает так, что и 5, и 6 лет лечение с переменным успехом продолжается, пациенты приходят на прием к врачу-репродуктологу. К сожалению, возраст женщины, когда она способна зачать ребенка, не безграничен. Об этом я говорила уже в своих предыдущих лекциях. Поэтому так важно, чтобы координатором был один врач-репродуктолог, и чтобы время не было затянуто и не было потеряно, потому что чем моложе возраст женщины, тем качество и количество получаемых эмбрионов будет лучше, и тем выше ваши шансы на достижение результата, даже при плохом качестве спермы. Итак, расскажу немножко о тактике ведения пациентов с отсутствием сперматозоидов в эякуляте. В большинстве случаев, в таких ситуациях, не во всех, конечно, но в большинстве случаев, когда сперматозоиды в эякуляте отсутствуют, мы можем получить сперматозоиды непосредственно из яичек мужчины. Называется данная процедура тестикулярная биопсия. Проводится она при отсутствии сперматозоидов в эякуляте, в посторгазменной моче, то есть в тех случаях, когда сперматозоидов мы не видим. Тестикулярная биопсия в нашей клинике производится закрытым методом, то есть через кожу яичек специальным устройством, так называемый тестикулярный пистолет. Делается проколы одного либо обоих яичек в нескольких точек и берется биопсийный материал. В то же самое время, как производится биопсия, полученный материал отдается специалистам, эмбриологам, это специалисты, работающие с человеческими клетками в лабораториях ВРТ. Эмбриологи под микроскопом осматривают внимательно биопсийный материал, обнаруживают сперматозоиды, либо не обнаруживают сперматозоиды. При обнаружении сперматозоидов возможно два варианта. То есть если мы проводим тестикулярную биопсию предварительную, заранее диагностическую, то полученные во время биопсии сперматозоиды мы можем замораживать, криоконсервировать и использовать для последующих программ ЭКО-ИКСИ. Но бывают такие ситуации, когда мы проводим тестикулярную биопсию непосредственно в программе ЭКО. Проводится эта процедура в день получения яйцеклеток у супруги, то есть в день пункции фолликулов. Тогда полученные сперматозоиды мы сразу берем в работу после необходимых подготовительных моментов. И не подвергая их замораживанию, сразу производим оплодотворение яйцеклеток методом ИКСИ. Процедура тестикулярной биопсии проводится в нашей клинике под внутривенным наркозом, что избавляет мужчин от дискомфорта и болезненных ощущений. То есть никакой боли во время манипуляции мужчина не испытывает. Более того, этот метод забора биопсийного материала через кожный без разрезов сопровождается меньшей травматизацией и меньшим количеством последующих послеоперационных возможных осложнений. Что же делать в тех ситуациях, когда сперматозоиды во время тестикулярной биопсии не получены и испробованы все методы консервативного лечения для улучшения качества спермограммы, но тем не менее сперматозоидов нет? Таким парам мы предлагаем получение беременности с использованием донорской спермы. Что из себя представляют доноры спермы? Доноры спермы – это мужчины, прошедшие строгий медицинский отбор. Это абсолютно здоровые физически, психически и генетически мужчины с молодого возраста с хорошим качеством спермы. Более того, в настоящее время мы имеем возможность использовать в работе спермодозы доноров, которые прошли не только изолированное исследование кариотипа, то есть тот минимум, который положен по действующему приказу, но эти доноры еще обследованы на носительство моногенных заболеваний, которыми они не болеют сами, но которые они могут передавать своему потомству. О доноре предоставляется следующая информация. Это, соответственно, результаты медицинского обследования, внешние данные донора пара будет знать, то есть рост,
вес, цвет волос, цвет глаз, форма лица, форма носа, образование донора, его профессия. Также мы предоставляем фотографии доноров в детском возрасте. Пара может узнать об увлечениях донора. Также имеется краткая информация о семье донора. И в заключение хотелось бы сказать несколько слов о мужчинах с нормальными показателями спермограммы перед получением беременности в обычной жизни, либо в программе ЭКО. В программе ЭКО чаще мы с такими мужчинами встречаемся, и очень часто мужчины даже с нормальной спермограммой и их супруги задают вопрос, как мужчине подготовиться правильно к сдаче спермы непосредственно в программе ЭКО. Зная особенности образования сперматозоидов, мы, естественно, рекомендуем мужчине готовиться, причем готовиться не непосредственно уже в программе ЭКО, а задолго до начала программы, за 2-3 месяца. Мужчине назначается обследование, анализ крови на инфекции, мазки на инфекции. Даются рекомендации по образу жизни, то есть рекомендуется избегать бань, саун, очень горячих ванн, тяжелых физических нагрузок, занятий с тяжестями в спортивном зале. И рекомендуется избегать стрессов, организовать правильный распорядок дня, конечно, исключить из рациона алкоголь, желательно исключить и курение, вести регулярную половую жизнь. Также у некоторых мужчин, даже с нормальными показателями спермограммы, эти мужчины могут иметь определенные хронические заболевания, такие, например, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, болезнь щитовидной железы. Эти мужчины, если они наблюдаются у определенного специалиста, терапевта, эндокринолога, инфекциониста, должны перед планированием беременности посетить этого специалиста. Также обязательно предупредить врача-репродуктолога о том, что они в настоящее время принимают какое-либо лечение, потому что существуют медикаментозные препараты, прием которых несовместим с планированием беременности, а также если мужчина, наоборот, не получает лечения, то отсутствие лечения может в худшую сторону отразиться на показателях спермограммы. Также дополнительно мужчинам рекомендуется прием витаминных комплексов, но прием каких-либо лекарственных препаратов, повторюсь, нужно все-таки обсудить заранее с врачом-репродуктологом. Это все, о чем я хотела сегодня рассказать. Будьте здоровы, спасибо за внимание.